Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И сегодня на мои вопросы будет отвечать заместитель руководителя Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора Ислам Ахмедов. Ну, я думаю, вы уже поняли, о чем сегодня у нас пойдет речь. Машова. И сразу переходя к нашему разговору. В первую очередь, Ислам, хочу вот что у вас спросить. Что понимается под ветеринарным надзором и чем отличается надзор от контроля? Прошу. Смотрите, ветеринарный надзор. Давайте сразу оговорю, что сегодня, раз уже передача у нас акцентирована на внимание граждан, да? Обязательно. Постараюсь обойтись без каких-то формулировок литературных и на простом, понятном языке. Вот это правильно, вот это самое главное. Прошу. Ветеринарный надзор, это, по-простому, если сказать, это комплекс мероприятий, наших действий, которые направлены в целом на обеспечение ветеринарного благополучия под контролем нам территории. То есть под этим понимается, что обеспечение профилактики и своевременное выявление, а также пресечение заноса и распространения болезней животных, заразных, в том числе особо опасных болезней животных, а также обеспечение безопасности пищевой продукции на стадии сырья, скажем. А вот на второй вопрос, вторая часть вопроса, что контроль и надзор, смотрите, там зависит от характера осуществляемых мероприятий. Если говорить о надзоре, то то, что нам ближе сегодня, то это мероприятия, которые и сами хозяйствующие субъекты, и сами граждане, которые мы проверяем, они в курсе того, что придет к ним проверка, что будет к ним посетители с профилактическим визитом, скажем, или другими видами профилактических мероприятий. И мы тоже заранее знаем своего объекта проверки. То есть это на основании рискоориентированного подхода все это осуществляется. Контроль — это больше, когда постоянно осуществляется проверочное мероприятие по Что к вам больше всего относится? Больше это контроль, надзор? Это надзор, потому что в связи с трансформацией контрольно-надзорной деятельности приоритетом в настоящее время пользуется осуществление профилактических именно мероприятий. Также контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия. Все это есть осуществление надзорных мероприятий согласно требованиям действующих правил. А получается надзирать? Скажем так. Конечно, но раньше, если согласно предыдущих действующих правил акцент делали на какие-то плановые мероприятия, то сегодня это и плановые тоже допускается, но мы внимание все-таки уделяем на осуществление мероприятий, которые сегодня зависят от действующей ситуации, скажем, эпизодической ситуации. Внеплановые? Да, но не сказать, что это не внеплановые, а вот мероприятия, которые, если сегодня нам нужно, скажем так, больше внимания уделить объектам животноводства, мы им уделяем. Если больше внимания уделить ввозу-вывозу, тогда мы все свои силы бросаем именно на это направление. Если объекты птицеводства, которые в настоящее время особой актуальностью пользуются, то мы все свои возможности и внимание уделяем именно этим объектам. Как говорится, всему свое время. Да, конечно. Хорошо. А что представляет собой сегодня Россельхознадзор? Россельхознадзор в целом это служба, которая у нас дислоцируется и осуществляет свои функции на всей территории Российской Федерации, в том числе и на последних присоединенных Донецких и Луганских областях, народных республик. То есть Россельхознадзор вообще в комплексе своем служба, которая не только ветеринарный надзор осуществляет, но в том числе и контроль за безопасным обращением с животными, лицензионный контроль, который направлен на оборот и производство лекарственных препаратов для ветеринарного применения, а также еще и земельный надзор на земли сельхозназначения, карантинный фитосанитарный контроль, семенной контроль в отношении семян сельскохозяйственных назначений. И последний вид надзора, который недавно нам отвели, скажем,
это надзор за обращением с пестицидами и агрохимикатами. А какие приоритетные направления более актуальны для вас сегодня? Если говорить именно о ветеринарном надзоре, Ну, давайте начнем с ветеринарного надзора. ну вот, есть актуальной на сегодняшний день проблемная сторона, это связано с распространением болезни высокопатогенного гриппа птиц. У нас на территории есть действующие и птицефабрики, есть и лично подсобные хозяйства, которые занимаются содержанием сельскохозяйственной птицы. У нас в республике или вообще? У нас в республике, Так. да, речь идет о нашей республике. И, конечно, в связи с этим, на фоне того, что уже в этом же месяце по всей России эта болезнь активно себя проявляет, и ряд крупных птицефабрик уже получили весь этот негативный процесс и последствия от распространения этой болезни внутри птицефабрики. Исходя из этого, мы внимание вот сейчас именно вот к нашим птицефабрикам уделяем. И сегодня наши специалисты занимаются тем, что обследуют эти предприятия. У нас и запланировано в ближайшее время заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Чеченской Республики. И в этих заседаниях и в ходе проведения наших мероприятий мы будем обращать внимание птицефабрик на те риски и угрозы, которые у них на сегодняшний день имеются, чтобы они своими же действиями постарались их минимизировать. В первую очередь это в интересах самих же предприятий, потому что, не дай бог, если этот высокопатогенный грипп птиц выявится на территории птицефабрики, все поголовье должно быть уничтожено. И какова ситуация у нас на сегодняшний день? На сегодняшний день... Есть чему волноваться? Смотрите, на сегодняшний день у нас ситуация, ситуацию Россельхознадзор, Кавказское управление Россельхознадзора, я полагаю, держит на контроле. Но тем не менее, вопреки нашим стараниям и действиям, есть еще такая сторона распространения, такой момент распространения гриппа птиц. Это путем перемещения этой болезни в связи с перелетом дикой птицы. То есть сейчас весна не за горами, сезон перелета опять начнется, и в это время особенно нужно уделять внимание вот именно данной болезни. Так, сегодня в первую очередь профилактика. Естественно, Я вас правильно понял? Да, сегодня профилактика. Мы занимаемся тем, что периодически отбираем пробы от птицы, направляем их в аккредитованные ведомственные лаборатории, проводим исследования. И в прошлом году были такие исследования. Дополнительно мы еще взаимодействуем с Министерством природы и охраны окружающей среды, с охотуправлением Чеченской Республики, которые, в свою очередь, осуществляют отстрел, если это необходимо, дикой либо синантропной птицы. А мы, в свою очередь, осуществляем отбор проб, проводим исследования, имеется в виду именно в дикой фауне. И, слава богу, у нас гриппа птиц вот последние годы грипп птиц у нас не выявлялся. Ну, слава Аллаху. В прошлом году, хочу отметить, на границе с Дагестаном, вот ближайшая территория Республики Дагестан, там в дикой среде именно чайки были, которые были заражены гриппом птиц. Чаек у нас, насколько я знаю, нет. У нас есть другие виды дикой птицы, но мы и в тот момент, в 2023 году, проводили мониторинговые исследования дикой птицы вот, в ближайших районах нашей республики с Дагестаном. И сегодняшний день у нас нет каких-то предпосылок полагать, что наша птица заражена. Но риски все равно присутствуют. Ну, как бы там ни было, людей волнует безопасность продуктов питания. Вот что тут может сказать Россельхознадзор? Касаемо продуктов питания, смотрите, продукт питания мы тоже не... Птица – это тоже продукт питания. Исходя из этого и остальное. Ну, вы понимаете, прошу. Да, конечно. Птицу, имеется в виду тушки птицы, либо птица разделана на части, да, фарш, который изготовлен, его тоже мы внимание ему уделяем, осуществляем тоже отбор проб, проводим исследования этой же птицы. Надо сказать, что пищевая продукция у нас качественная. Нельзя говорить о том, что какие-то вредные для организма элементы или какие-то токсичные элементы, либо тяжелые металлы, либо какие-то
это самое, в сыром мясе мы не выявляем какие-то Это бактериальные... в завозимой продукции или у нас на рынках уже? У нас на рынке мы тоже отбираем, проводим исследования. Вроде безопасно, но иногда мы выявляем, что какая-то молочная продукция, ну, я немножко отхожу от вопроса, в молочной продукции выявляются растительные жиры. Но это не вредно для организма человека, то есть его использовать по назначению, в принципе, можно, но это все равно есть нарушение требований. Это не местное производство было, а завозное. Мы соответствующие мероприятия проводили до региона производителя. Мы сведения тоже доводили, и они уже с производителем отрабатывали. Но на рынке, в магазинах у нас ситуация контролируемая, нормальная. Контролируемая, но требует внимания. Это хорошо. А если спросить о поставляемой продукции в Чеченскую Республику? Продовольствие, мясо, молоко, рыба, фрукты, овощи, но все, что касается продуктов. Вот насколько эффективно получается защищать население от вредной возимой продукции? Вот такой вопрос. Смотрите, любая пищевая продукция, возимая, либо уже реализуемая у нас на территории, на потребительском рынке, она должна в любом случае подтверждаться, качество безопасности должно подтверждаться соответствующими документами. За ввозимой в республику продукцией у нас осуществляется контроль на границе. То есть у нас в наших постах, которые дислоцируются, посты управления ГИБДД МВД по Чеченской Республике. Минуточку. У нас свои посты у Россельхозо на границе. Нет, мы совместно с ними осуществляем на этих постах Ваш мероприятия. представитель вместе? Да. Наши Прошу. представители совместно со специалистами УГИБДД МВД по Чеченской Республике несут службу на этих контрольно-пропускных постах. И когда осуществляется ввоз, даже и вывоз подконтрольной нам продукции, наши специалисты следят за тем, чтобы эта продукция уже в момент его перемещения сопровождалась необходимыми документами. В случае, если такие документы у водителя, у производителя, у собственника этой продукции, если эти документы отсутствуют, либо он не может подтвердить другим способом безопасность этой продукции, мы стараемся делать так, чтобы эта продукция на нашу территорию не попадала. То есть возвращаем, вот этот водитель, осуществляющий перевозку, он понимает ту угрозу, которую несет эта продукция, доверяется нашим советам и осуществляет возврат данной продукции. Наша граница на замке, можно так сказать. Сегодня да. Бывают, конечно, моменты, когда обходные пути ищут нерадивые. Да. Такие моменты тоже нельзя. Но они тоже исключать. пресекаются. Наших специалистов на таких участках границы, к сожалению, мы не можем выделить ввиду кадрового дефицита. Но у нас, опять же, сотрудники УГИБДД МВД по Чеченской Республике своими силами пресекают такие моменты и материалы направляют нам на рассмотрение. Вы уже об этом рассказывали, но еще раз, какие шаги предпринимаются в случае выявления нарушений? Вот что с этим товаром будет? Смотрите, если Вы просто его отправляете обратно. на границе это еще допустимо. Так. Это меры, которые наш регион во благо нашей безопасности осуществляет. В других регионах Российской Федерации специалисты Россельхознадзора даже не осуществляют, не несут свою службу на границе. Граница, понимание Россельхознадзора, это когда осуществляется ввоз из иностранных государств. Так. То есть импортная продукция. Если такая продукция завозится к нам автомобильным транспортом, то Россельхознадзор благополучно не допускает ввоз данной продукции. Если же эта продукция, скажем, поступила другим видом транспорта, скажем, воздушным видом транспорта, либо эта продукцию завезли каким-то образом, но последующие лабораторные анализы показали некачественную, что эта продукция некачественная, то такая продукция подлежит утилизации, либо уничтожению. Вот и все. И тут разницы нет, импортная, не импортная, главное, которая возится к нам в республику. Поставляется к нам в республику, скажем так. Если такая продукция уже
продукцию поставили, ну, допустим, возьмем такую хронологию, что какими-то объездными путями к нам поставили уже готовую пищевую продукцию. Так. У владельца нету подтверждающих документов, подтверждающих качество безопасности данной продукции. Тогда Россельхознадзор принимает такие мероприятия, меры, которые ведут к тому, что владелец обязан утилизировать либо уничтожить данную продукцию. Если речь идет о живых животных, которые поставили сюда к нам в республику без ветеринарных свидетельств, то такие животные, они подлежат карантинированию. Эти мероприятия осуществляются субъектовой ветеринарной службой, а Россельхознадзор контролирует, чтобы эти животные, это поголовье, действительно чтобы его поставили на карантин, выдержали необходимый срок, и только потом уже, оформив на них необходимое ветеринарное свидетельство, использовали по И назначению. часто приходится возвращать продукцию, утилизировать продукцию вам. Смотрите, возврат у нас осуществляется часто, потому что каждый день мне специалисты докладывают, что на участке границы с Республикой Дагестан, скажем, осуществили возврат поголовья мелкого рогатого скота количество 60 голов, 30 голов, либо крупнорогатый скот количество 7 голов, 15 голов. Особенно это явление имеет свою популярность в период, когда у нас субботние, воскресные скотные рынки начинают работать. В это время уже владельцы, бизнесмены, скажем, назовем их, начинают активные свои действия предпринимая попытки ввоза вот такого небезопасного скота на нашу. А есть запрет на какую-либо продукцию, вот которую нельзя возить к нам сегодня в республику? Смотрите, какого-то конкретного запрета на ввоз именно в Чечню нет. Скорее всего, есть, не скорее всего, а вообще запрет устанавливается на импорт продукции из других стран. Скажем, на территории, условно, Казахстана выявили какую-то болезнь, да? Ящеров, скажем, тяжелая, очень страшная болезнь крупного животного вообще. Если в случае фиксации, если Казахстан официально признает, что у него на территории такая болезнь, Россия запрещает ввоз с Республики Казахстан на нашу территорию восприимчивых животных, живых животных. Если на территории другой страны выявили какую-то другую иную болезнь, опять же ставится запрет на ввоз из этой страны на территории Российской Федерации восприимчивого животного либо продукции. А вывозимая продукция тоже под вашим контролем? Вывоз, да, экспорт тоже мы регулируем. Прежде чем осуществить вывоз сельскохозяйственной продукции, подконтрольной нам продукции, предприятие, предприниматель, юридическое лицо должно аттестоваться, получить право от Россельхознадзора на экспорт определенного вида товара, либо определенных видов животных в конкретную страну. Думаю, что нам нужно будет встретиться еще не раз. Очень много тем в ваших ответах, на которые мы можем с вами поговорить. Интересная тема. Согласны? Согласен, мы готовы. Договорились. И мой, можно сказать, последний вопрос, но вопрос, который интересует многих. Вы поймете, о чем я. Смотрите, насколько я знаю, одним из инструментов Россельхознадзора по выявлению нарушений является система «Меркурий». Вот напомните, что это за система, и расскажите о результатах ее работы в прошлом году. Система Меркурий, компонент Меркурий, вернее, будет называть, это один из Компонент Меркурий. Да, один из Это чтобы я знал. компонентов, который входит в Федеральную государственную информационную систему, называемую ВИТИС, ветеринарная информационная система. То есть там масса компонентов, одним из которых является Меркурий. Несмотря на то, что Меркурий был внедрен и эксплуатируется сравнительно недавно, то есть это 2018 год, середина, с этого момента уже хозяйствующие субъекты обязаны работать в данной системе. Вначале были, конечно, трудности. На сегодняшний день эта система очень успешно функционирует. И этот компонент модернизирует. На сегодняшний день внедрен искусственный интеллект, так называемый, который помогает специалистам Россельхознадзора
осуществлять свои функции по своевременному выявлению и пресечению нарушений, связанных с оборотом продукции в данной системе. Вот компонент Меркурий обязателен для всех, которые используют, которые занимаются оборотом, производством, реализацией подконтрольной продукции живых животных. Обязательно нужно оформлять ветеринарные свидетельства через данную систему. Имеют на это право либо субъектовые ветеринарные врачи, либо свои уполномоченные лица хозяйствующих субъектов, аттестованные специалисты. Посредством осуществления ветеринарных оформления ветеринарных свидетельств эти лица, люди показывают, что продукция у них безопасна и позволяет нам, Россельхознадзору, проконтролировать перемещение продукции животных от начала до конца. То есть от производства от производителя до потребителя. Это в первую очередь какая продукция? И живые животные, и пищевая продукция подконтрольна нам. То есть молоко, мясо, рыба, яйца, мед, корма. Но Меркурий оправдал себя. Конечно, поначалу было трудно, многие его не любили, но сегодня сами крупные производители видят в нем пользы и благодарят за то, что эта система реально функционирует и работает. Потому что они сами могут ограничить, защитить свой же бизнес от поступления каких-то потенциально опасных животных, скажем так. И последний вопрос. Вот сейчас действительно последний вопрос. Вот какое влияние оказал коронавирус и конфликт на Украине на работу Россельхознадзора? Вот были проблемы или есть ли проблемы с системой контроля? Смотрите, в период распространения коронавируса, конечно, это не осталось без следа в нашей деятельности. Все те мероприятия, которые мы запланировали на тот период, эти мероприятия были отменены. Надзор, в том числе и наши виды надзора, и другие виды надзора перешли на осуществление своих функциональных обязанностей в форме дистанционного взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Было и нелегко, но и не было такого, что невозможно так осуществлять свою работу. Возможно, даже это были моменты, которые сталкивались мы, трудности, с которыми мы сталкивались. Но в то же время, возможно, в плане осуществления ветеринарного надзора коронавирус сыграл и чуть-чуть на руку. Потому что мы помним, что в период коронавируса перемещение было ограничено, соответственно, и распространение особо опасных болезней животных тоже было ограничено. Поэтому своевременно локализовать, ликвидировать очаги болезней было проще. А вот тот конфликт на Украине, да, он тоже сказывается на нашей деятельности. Почему? Потому что новые территории были присоединены, во-первых. Но Россельхознадзор сыграл, я полагаю, на опережение. Сразу же на этих территориях были сформированы территориальные управления, которые сегодня тоже благополучно осуществляют свои функции, свои обязанности. Были и моменты, когда на этих территориях является фактором войны. Помните, что разлив дамбы там произошел? Да. А разлив воды дамбы, это что означает? Означает резкое увеличение риска распространения тех же болезней, потому что еще с времен Советского Союза практиковалось и сегодня некоторые регионы скотомогильники, так называемые. То есть осуществляется захоронение трупов животных, которые были контаминированы, то есть животные, которые по болезни были утилизированы и захоронены в данных скотомогильниках. Разлив воды означает распространение данных болезней. То есть был вот этот период времени Россельхознадзор полностью мобилизировался, были из других регионов командированы специалисты с тем, чтобы максимально минимизировать возможность распространения особо опасных болезней животных на данных территориях. То есть один из элементов, который я хотел бы... Успели? Удалось? Удалось, слава богу, да. Вот это самое главное. Вот это самое главное. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в вашей работе. Да не за что, мы готовы к диалогу. Но мы договорились, что еще не раз с вами встретимся в этой студии. Темы есть, я уже их знаю. Все. Спасибо.
А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И заместитель руководителя Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора Ислам Ахмедов. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.